друзья! Сегодня 13 апреля 2025 года, 16 часов по Берлину, 18 часов по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодня, что еще? Стрим сегодня у нас, как обычно, на канале YouTube Reality, на канале в TikTok Аслана Арцуев. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные заходите, пишите, распространяйте и так далее. Смотреть абсолютно безопасно. Смотреть вы можете. Но дальше ваша безопасность полностью в ваших руках. Чечен Баркал. Что еще? Вначале, как обычно, хочу сообщить о потерях русских оккупантов в Украине за прошедшие сутки. За прошедшие сутки уничтожено и ранено русских боевиков 1220 бандитов, 12 танков уничтожено, 33 боевые бронированные машины, 71 артиллерийская система, 1 антиаэркрафт система, 147 БПЛА, 143 автомобильные техники и цистерн, 1 спецтехника. Слава Украине, слава ЗСУ, как говорится. Всех я вас сердечно приветствую. Шарани, ва алейкум ассалам, ашвой. Так, сегодняшний свой стрим я назвал надругательство над телом подростков в Чечении как акт устрашения НКВД ФСБ. Это распространенная практика, о которой я бы хотел немножко поговорить, которая используется русскими фашистами. Такая практика применялась много раз, неоднократно против чеченского народа. Сейчас, одну минутку. Нет, это не тут. Шалом, Эркин, шалом. Расскажи про того парня, зачем он пошел на это. Алейк салам, Джамбульский. Друзья, убитые... Сейчас, одну секунду, дайте мне буквально минутку. Убитый 17-летний Искирхан Хумашев, как нам сообщил гауляйтер во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия Рамзан Кадыров, проживал в Москве со своими родителями. Он приехал на окончание месяца Рамадан в Чеченскую Республику и там совершил вот этот акт. Сразу же, чтобы вызывать подозрения, почему человек, проживающий в Москве, имея возможность доступа к огромному количеству московских полицейских, поехал в Чечению и там совершил этот акт. И это первый вопрос, который возникает. Второй вопрос возникает, почему так быстро Рамзан Кадыров назвал виновников, заказчиков этого преступления, назвав Турцию и Украину. Это первое. Не назвав ни имен, ни фамилий тех, кто стоит за этим. Также мы не увидели, еще один важный момент, мы не увидели, что кто-то взял ответственность на себя. Раньше, когда ФСБ проводила такие подобные операции, подготовленным со своим вот этим зомбированным каким-нибудь там, или жертвой, которого они использовали в качестве лица, которого они убивают, и затем выставляют его как террориста. Либо ведущего ими под их надзором, под их контролем лица, которого затем они убивали и представляли нам как террориста. Мы не увидели заявления от ИГИЛ и так далее. В связи с этим возникает вопрос,
а не бытовая ли ссора произошла между этими людьми. Бытовая ссора, как была она с братьями Чемурзиевыми, ингушскими молодыми людьми, которые проживали в городе Джахар, бывшем Грозном, и у них возник конфликт с полицейскими, и один из них там взял нож и просто там ударил ножом или пытался ударить и был убит. Были убиты оба брата. Точно так же здесь мы видим только парня, выбегающего, бегущего к этим ментам и нападающего на них. Если это был, конечно, этот же парень, то что здесь верить вообще даже своим глазам очень трудно, потому что столько дезинформации, Россия абсолютно сплошная дезинформация России. Поэтому вполне возможно это мог быть бытовой конфликт, специально спровоцировав этого парня, чтобы потом его ликвидировать. Может быть, просто был бытовой конфликт, где человек с Москвы приехал, он думал, какие-то у него права есть, юношеский максимализм, начал отстаивать свои права, и его там унизили, ударили, оскорбили и так далее. И он просто зашел, он выбегает из какой-то двери, видно, из какого-то здания, где взял, видимо, нож. Интересно знать, что это за нож был, которым он нанес удары над этим российским полицейским. Поэтому ситуация неоднозначная, как обычно, окутана большой ложью и пропагандой. Поэтому мы не можем достоверно сказать, что там произошло. Мы знаем, что этот парень, нету никаких доказательств, что этот парень связан с каким-то радикальным подпольем, течением, движением и так далее. Но что последовало далее, уже наталкивает на то, что, скорее всего, этот случай либо использовали как акт устрашения для остальных, либо изначально вот этот план был подготовлен для того, чтобы вот так запугать, убить этого парня и запугать людей. В советске хочу здесь прочитать небольшой текст по этому поводу. В советский период НКВД и КГБ не часто прибегали к публичному выставлению тел погибших, как это было в Очхой-Мартане 9-10 апреля этого года, так как их методы обычно включали тайные расстрелы и захоронения для стирания следов. Но были случаи, когда тела выставлялись для устрашения, часто через подконтрольных местной власти, милицию, активистов, чтобы дистанцировать КГБ от ответственности. В ходе гражданской войны на России, примерно в 19 году, например, в Харькове, ВЧК, предшественница НКВД, нынешнего ФСБ, организовала выставление тел расстрелянных сторонников белого движения на Базарной площади. Это делалось через местные революционные комитеты, которые подчинялись чекистам, чтобы запугать население и подавить сопротивление. Во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году НКВД тела погибших от расстрелов и голода оставляли на виду в селах, чтобы запугивать. Эти акции проводились полностью по указанию НКВД, но чаще всего использовались комендатуры в местах ссылки или где-либо в другом месте. Это делалось для того, чтобы сломить дух выживших. В оккупированной Литве с 1944 по 1953 годы НКВД, а позже КГБ, через местных коллаборационистов и советскую милицию выставляли тела убитых борцов за независимость, известных как лесные братья, на площадях Вильнюса, Каунаса, Шауля. В 1950 году в Шауле тела партизан клали на улицы с табличками «бандиты», чтобы деморализовать население. Причем КГБ координировал это через подконтрольных исполнителей. Всегда. Такие случаи были редкими, так как НКВД, как я уже сказал, и КГБ предпочитали секретность. Но они проходили в момент, когда публичный страх считался эффективным инструментом. Вот такая вот ситуация. Также можем мы привести огромное количество примеров,
Да, на площадь вывести, собрать людей, это делалось раньше. Сейчас достаточно, чтобы это тело демонстрировали вам по телевидению. Да, раньше, когда не было интернета, смартфона, телефонов, и даже телевидение было не сильно распространено. В таком случае, да, собирались на площадях, собирались на улицах, и вот таким вот образом людям демонстрировали тело убитого. Ну, сейчас есть телевидение, интернет, и мы все знаем, что фашистская, русская пропаганда на протяжении 30 лет, всю мою сознательную жизнь, убивала чеченцев, других кавказцев, и их тела демонстрировали без цензуры по телевидению. Это мы все помним очень хорошо по репортажам новостей и так далее. Показывали пленных, не только мужчин, вооруженных мужчин, но и женщин, и кого угодно, и детей. Призывали уничтожать детей. Русские фашисты, генералы, разные там политики так называемые, и разные там авантюристы, призывали уничтожать детей от 10 лет. Уничтожать детей. Понимаете? Поэтому мы к этому привыкшие, так сказать, для нас это не новость, но вот очередной раз нам продемонстрировали, как акт устрашения, продемонстрировали тело вот этого молодого человека. Я сомневаюсь, если бы был бы уверен чуть более, может быть, не говорил бы этого, но я сомневаюсь, я более уверен даже, что он никакой не радикал, этот парень убитый, а просто очередная жертва ФСБ. Либо конфликта с ментами. Да, в Ичкерии такое было. В Ичкерии это такая заведенная, такая распространенная практика. Но, несмотря на это, и некоторые фашисты украинским гражданством, такие как Невзоров, например, выпустили видео, где пишут: такого еще не было, описывая вот этот случай. Этот ублюдок Невзоров, извиняюсь, конечно, перед женщинами за такое сравнение, но это правда, он реально ублюдок. Его дедушка есть его отец. То есть дедушка спал с женой и своего сына, и родился вот этот ублюдок. И этот ублюдок Невзоров, гражданин Украины, которого Украина даже восхищается там, и так далее, дала ему гражданство, снимал видео с черепами на столе, и сейчас он это делает сейчас. А эти черепа за $5000, чеченские черепа, вывозились в Санкт-Петербург, в Москву, головы чеченцев. Они их варили, от них отделяли кожу, все, и вот черепа они выставляли. И я не сомневаюсь, что один вот этот череп, который Невзоров, это сатанист, фашист, ублюдок и военный преступник, который будет наказан, несмотря на то, что Украина его приютила. Украинцы очень возмущаются, когда я где-то что-то не так скажу, и им что-то не понравится, если там касательно какой-нибудь ситуации с Трампом, например, там меня уже чуть ли не обвиняют, что там меня купили, Трамп меня купил и все такое. Но почему-то я не вижу украинцев, которые вот этого ублюдка Невзорова ругают, возмущаются и так далее. Ведь должно было бы быть совсем по-другому, если мы должны там понимать друг друга, поддерживать и так далее. Но этого не происходит. В Украине с огромным, ни YouTube его не банит, понимаете, ни украинцы его не банят, даже не ругают, даже не критикуют. Вот такие вот. И вот этот ублюдок рассказывает, что такого еще не было. Такое было с момента знакомства чеченцев с русскими, еще со времен Петра Первого. Голова у Хаджи Мурата лежит до сих пор в Санкт-Петербурге, в Кунсткамере. Еще много-много разных лидеров сопротивления, лидеров Кавказа
их тела, их головы отрезались, их руки отрезались, и их вещи. До сих пор в музее Кунсткамере все лежит, все законно у них. Это, ну, это сатанисты. Их бог Ленин лежит на Красной площади, а убивать людей у них это распространено. И потом запугивать их, накалывать их головы на коле, как это было, например, с Пугачевым, например. Ну, много было случаев, когда русские себя так вели. Ну, такая вот культура, такая вот традиция. В связи с этим я хотел бы вам дать послушать одно видео, раз вот начали эту тему обсуждать. Сейчас постараюсь найти это видео, где подарены, не обмененный, а подаренный. Потому что был сейчас обмен, вы помните, когда убийцу Зелимхана Хангашвили, Вадима Красикова и других фашистов, террористов и бандитов обменивали на граждан Германии и Соединенных Штатов Америки. Вы все помните. И тогда Яшин, Карамурза и там разные там другие товарищи были переданы в дар, не обменены. 8 на 8 был обмен, 8 граждан США и Германии на 8 российских бандитов и террористов. А Яшин, Карамурза и еще, по-моему, Пивоваров там, по-моему, какой-то был, их просто подарили. Подарили, чтобы они здесь, на Западе, изображали из себя каких-то борцов с режимом. Хотя, на самом деле, я не сомневаюсь, что они являются частью этого КГБшной этой системы. Я просто в этом убежден. И вот этот мерзавец, за которого я, кстати говоря, топил, которого я поддерживал, когда его посадили, я писал письма в его поддержку, потому что мне казалось, что если он нес гроб американского сенатора Маккейна, что этот человек, ну, я с большим уважением относился к сенатору Джону Маккейну, и когда этого Карамурзу посадили, я посчитал, что, ну, сенатор не мог ошибаться в людях, и я должен поддержать. Именно из-за Маккейна я это сделал, а не из-за Карамурзы. Но вот Карамурза показал свое истинное лицо. За время, когда их, вроде бы, они же представляют, что их обменяли на чеченцев, ни одного слова про чеченцев они не говорили. Не упоминали просто чеченцев, ни Хангашвили, на убийцу которого, ну, не их, конечно, обменяли, но в дар были переданы. Так вот, вот этот Карамурза, он говорит сейчас на французском, у них встреча, по-моему, в Пассе где-то они там собрались, и идет открытое слушание. И Карамурзе задают вопрос о том, кто такие кавказцы, почему они воюют, и готова ли Чечня, Дагестан и Ингушетия подняться. Так вот, восстание им нужно, восстание. Французский какой-то человек на французском языке задает ему вопросы и хочет, чтобы было восстание. Хотелось бы задать вопрос французам и всем остальным. Вы где были, когда было там восстание? Сейчас вам нужно восстание, да? Сейчас чеченцы не будут восставать. Мы уже восстали, мы уже 30% положили. И вы нас оставили 1 на 1 с этими людоедами, называя до сих пор нас частью России. Вам не хватает мужества до сих пор признать свои ошибки, но хотят, чтобы было восстание. Больше полезных инструментов, да, полезных идиотов среди чеченцев не будет. Ну и, может быть, за редким исключением. Да, Алмула. Теперь мы посмотрим, как вы будете справляться с этой империей. Мы ее победили один раз. И пока наши силы полностью, и физический, и человеческий ресурс, и материальный ресурс не исчез, не исчерпан был полностью, мы с ними сражались. Теперь посмотрим, как вы будете сражаться и жертвовать своими людьми и своими ресурсами материальными. Давайте посмотрим на это. Но давайте вернемся к Карамурзе. Кстати говоря, это крещеный татарин. Короче говоря, святее Папа Римского. Они такие бывают. Да и папаша у него был такой же имперец у Карамурзы.
как я позже узнал, который также изображал себя большим сторонником США, Запада и так далее, но был таким же в глубине души имперцем и врагом чеченского народа. Ну, давайте, я вам сейчас, он будет, говорят здесь на французском, я буду переводить на русский язык, я буду читать титры. Так, одну минутку, сейчас нужно звук вернуть. Как его вернуть? Почему его нет? Вот он, звук. Что большинство? Это абсолютно верно, что большинство русских солдат в Украине, выходцы из этих республик Северного Кавказа, из Севера, из Сибири и так далее, разумеется, причины в основном экономические, как мы с вами говорили, вице-президент. Это очень бедные регионы. Намного беднее, конечно, чем Москва и Санкт-Петербург. Регионы Центральной России. Русское Министерство обороны предлагает много денег людям, чтобы они шли на эту войну. Эти люди, которые не имеют денег, не имеют перспектив, не имеют ничего в этих регионах, отдаленных и бедных. Есть много людей, которые принимают эти деньги и идут на войну. Я говорил вчера в Страсбурге, в рамках сессии ПАСЕ, я говорил с одной коллегой, которая много работала военнопленными с обеих сторон. Она также много разговаривала с украинскими военнопленными, которые были освобождены из России, и с русскими пленными, которые были еще в Украине, которые еще... Она сказала мне, что есть еще одна причина. Не он это додумался и вбрасывает это, а кто-то ему это сказал. Есть еще одна причина, почему Министерство обороны РФ набирает так много представителей этих народных меньшинств. Это потому, что, похоже, они говорят, это психологически очень сложно для украинцев убивать, для русских убивать украинцев. Понимаете? Понимаете? Потому что мы одинаковые, братья, так сказать. Да? Это очень близкие народы, у нас почти одинаковый язык, одинаковая религия, сотни и сотни общей истории. Но если это кто-то, который из другой культуры, то, похоже, это легче. Это, наверное, Карамурзе было легче убивать чеченцев. То, что... Так. Для меня это стало причиной Так, сейчас, одну секунду. Но это моя коллега сказала мне вчера. Я никогда не думал об этом. Для меня эта причина была экономическая. Но когда она мне это сказала вчера, я тоже начал думать об этом. Как же вы правильно сказали? Как вы уже правильно сказали, больше людей среди этих... Ну, вот, в принципе, тут дальше идет повторение того же, что было. В связи с этим, давайте я вам немножко расскажу третью версию. Экономическая присутствует. Легче убивать, это по фашистскому высказыванию вот этого уважаемого почему-то здесь на Западе Карамурзы. Так, давайте я вам прочитаю небольшой текст на эту тему. Циничная попытка переданного удара Западу Карамурзы возложить вину на нерусских за военные преступления русских против Украины. Пропагандистский миф, будто нерусские народы, я вам третью причину сейчас скажу, почему посылают туда дагестанцев и остальных, убивают, что будто нерусские народы убивают украинцев легче из-за их чужой культуры и религии, а русские якобы не могут этого делать из-за близости. Не просто ложь, а фашистский бред, перекрашивающий палачей в жертв. Давайте разберем это лицемерие. Российская империя и ее наследники всегда гнали покоренные народы на убой, чтобы сберечь своих. В Первую мировую из 15 миллионов призывников миллионы были с Кавказа, Средней Азии, Сибири. Только в 1916 году только из Туркестана
призвали 250 тысяч человек без подготовки на смерть и каторгу. Понимаете, что Туркестан это небольшая республика. Во Вторую мировую войну народы Кавказа, Поволжья, Сибири несли несоразмерные потери. Татары, башкиры, например, потери их составляли до 10% потерь СССР при 2% населения. Сегодня в войне против Украины та же подлость. Дагестан, Бурятия, Тува, Якутия массово хоронят своих сыновей. В 2023 году в Туве на 100 тысяч жителей погибло в 20 раз больше, чем в Москве. Это не чужая культура, а циничная система. Забирают тех, у кого нет денег или связей, чтобы откупиться. В Дагестане в 2022 году люди протестовали против мобилизации. Их били и затыкали. То же самое было и в Чечении. Где тут легкость убийства? А во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия были случаи убийства несогласных с мобилизацией. Как, например, Бессултанова, когда убили. Теперь и русских, которые якобы не могут убивать украинцев. Это ложь, пропитанная кровью истории. Голодомор 1932-1933 годах прошлого века, организованный советской властью, унес жизни от 4 до 7 миллионов украинцев. Это был геноцид, спланированный в Москве, с конфискацией еды, блокадами сел, расстрелами. Русские исполнители, от комиссаров до солдат, не видели в украинцах братьев. В 19 веке Российская империя запрещала украинский язык, подавляя восстания, уничтожала идентичность. В 2014 году, после аннексии Крыма, Путин и его режим заговорили о денацификации, кодовом слове для лишения украинцев языка, культуры, права быть собой. Это геноцидная политика, которую русский народ либо поддержал, либо молча принял. Где были массовые протесты русских? Где сопротивление русских? Культура и религия не русских тут ни при чем. Нет народа, чья вера или традиции велят убивать соседей, кроме тех, кто считает, что граница России нигде не заканчивается. Русские, веками истреблявшие, унижавшие, уничтожавшие миллионы украинцев, теперь изображают из себя невиновных. Это не близость культур, а традиционная попытка уйти от ответственности на фоне краха их предстоящего краха их несостоявшегося государства. Заявление Карамурзы фашизм в чистом виде. Они делят людей на правильных и чужих, чтобы отвлечь от правды. Войну развязал русский империализм, а не угнетенные народы. Почему в окопах Дагестан и Бурятия, а не элиты Москвы? Почему геноцид украинцев от Голодомора до Бучи не остановил братский русский народ? Хватит лжи. Россия всегда использовала оккупированные, захваченные, закабаленные народы для того, чтобы уменьшить свои потери. Только лишь для этого это всегда делалось, чтобы титульная, как они говорят, нация была сохранена, а не титульные нации погибали. Как мы видим на примере, просто статистика. Бурятия, Якутия, Дагестан на первом месте. Хотя это одни из самых маленьких, малочисленных народов фашистской России. Ну вот такой вот будет наш ответ фашистам. Давайте об этом и многом другом поговорим. Так, шалом, приветствую, доброго дня. Салам всем свободным людям, салам аса. У меня есть вопрос к твоим слушателям из Украины. Салам, дорогой брат Эд Мамедов. Пожалуйста, задавай вопрос, я его зачитаю. Витаю, Баванятка, витаю вас. Ассаламу алейкум, ассаламу ашвойло, масарга салам ашвойло. Алейкум салам, КМС, реалити, шавига машволь. Так, вопрос от Эда. Мы знаем, многие граждане Украины, военные из бывшего СССР, воевали с фашистской Российской Федерацией, вместе с фашистской Российской Федерацией, убивая чеченцев и Ичкерии. А сейчас они воюют в ВСУ. Кто они для твоих слушателей? Герои или военные преступники?
Вот вам, друзья, такой вопрос. Если можете прямо тут написать, можете в ТикТок, можете в YouTube, можете под видео, потом уже после стрима написать. Будет интересно узнать ваше мнение. Те, кто воевал против нас, те, кто убивал чеченцев, кто отпускниками, а, как они, командировочными, там, наемниками, грубо говоря, ездили в Россию, оттуда ездили воевать против чеченского народа, принимать участие в геноциде чеченского народа. Кто они для вас, украинцы? Они для вас герои? Или же сейчас они, наверное, все увешаны в орденах, но они одни из тех, кто привел вам эту войну косвенно. Тогда, если бы они были бы не на стороне русских, может быть, Ичкерия не была бы сейчас оккупирована. Это прямой приказ ФСБ так поступить с телом этой юноши. Да, я абсолютно убежден, что это прямой приказ ФСБ Кадырову, который хочет понравиться чеченцам и так далее. Сейчас это невыгодно выставлять вот так тело. Это делается для того, чтобы и Кадырова еще больше напомнить всем, чем раньше Кадыров занимался. Кадыров это всю свою историю вот этим занимался, шел. И акт устрашения для чеченцев. Потому что он в Италии, нам плевать на этого сатаниста. Холитру, вы говорите, что этот, Невзоров, он в Италии, а не в Украине. А зачем ему дали гражданство? Это хорошо, что он не в Украине, это очень хорошо. Но он для своей безопасности, я думаю, не в Украине. Потому что там найдутся те, кто может с него спросить. Конечно же, в законном порядке. Так, а тела чеченцев, которые тащили БТРами, да сколько этого было? Глава администрации, да, эти тела, сколько это было, и немецкие журналисты снимали, мы помним эти видео, как они тащили тела. Например, глава Ачой-Мартановского района, Дадаев, их отец, есть там два брата, их отец был очень доверенным человеком Джахара Дудаева, командиром и таким очень большим патриотом. Он был убит русскими оккупантами. Так его тело русские оккупанты привязали к ногам и возили по всему вот этому их населенному пункту. Вот так вот было. Это много случаев, мы все это видели. Видели, как они раздевали тела и Масхадова, и Абдулхалима Садулаева в трусах раздетым. Они вот так бросали тело. Пытались таким образом их унизить, нас запугать. Ни нас запугать, ни их унизить они не смогут никогда в жизни. С каждым разом, когда я вас слушаю, я ненавижу с большей силой. С каждым разом я вам говорю порцию правды. Поэтому, наверное, это так. Анализы, прогноз Аслана, Маша на высшем уровне. Да, ласи дуэль Аслан. Дерес хуй, камэс, дерес хуй. Асан, какой-то закадровый голос. Что-то, не знаю, Шамиль. Я ничего не слышу. В России будет 6 миллионов беженцев, и ей придет смерть, говорит Петро. Да, интересное наблюдение. Русские обвиняют евреев в репрессиях русских при грузине Сталина. Это их фишка. Да. Это любимая тема, это самый излюбленный метод вообще империи, русской империи. Спрятаться за кем-то, понимаете? Они нам даже Кадыровым угрожают. Они не могут сами угрожать, потому что это ответственность, понимаете? Это ответственность, и мы их не испугаемся. И вот они торпеду свою вперед толкают. Вот это излюбленная тактика. 5 миллионов казахов погибло в Голодоморе. Да, Эркин, абсолютно верно, абсолютно верно.
Слова ее Ермолова говорит: я набираю милицию из туземцев, чтобы уменьшить потери среди своих солдат. Да, это известно. Сами русские снимают на эту тему фильмы и нам документальные об этом нам рассказывают. Даже сомневаюсь, что Рамзанка мог выдумать такое, его просто принудить сделать заявление, так как это было не сразу заявлено. Да, возможно. Вот такая вот интересная тема получается, друзья. И сколько мы уже в эфире? Полчаса. Я уже, в принципе, вам рассказал касательно вот этих вещей. И теперь хотелось бы сказать по поводу событий, которые происходят в мире и относительно Украины. Дело в том, что план Трампа, он работает. Кто бы что ни говорил, план Трампа работает. План Трампа по снижению цен на нефть через торговые пошлины, рост добычи в США и давление на ОПЕК+, привел к резкому падению стоимости российской нефти Urals до 45-50 долларов за баррель в апреле 2025 года. Торговая война с Китаем, усиление санкций и ожидание избытка предложения сделали Urals особенно уязвимой, угрожая доходам российского бюджета. В краткосрочной перспективе цены, вероятно, останутся в диапазоне 40-50. Это при благоприятном раскладе. При ухудшении падение может произойти до 35 долларов, а возможно и больше. В среднесрочной перспективе 26-27 годы Urals может колебаться около 40-55 долларов, но долгосрочное восстановление выше 60 долларов маловероятно в принципе. Для России текущий кризис требует срочных мер по адаптации бюджета к низким ценам. Влияние Трампа на нефтяной рынок показывает, что Россия столкнулась с новой реальностью, где низкие цены на Urals могут стать нормой. И мы будем на это рассчитывать. Очень на это надеемся. Слушая вчера, в огромном количестве прослушал разных российских там патриотов, Z-патриотов, там, ну и разных там умных и не очень товарищей, я пришел к выводу, что у них там просто полная катастрофа, полнейшая катастрофа. Они возмущены тем, что Соединенные Штаты Америки берут под контроль, полный контроль Газпром. В том числе Газпром, который находится и в Украине тоже. Понимаете? То есть газпромовский газ будет продаваться не на международных рынках, а в самой России. И только Соединенным Штатам. И уже Соединенные Штаты будут решать, куда, кому этот газ продавать. Понимаете, да? Они так беспокоились, что их недра хотят захватить американцы, что сами сейчас все отдают. Понимаете? Победа у них такая. Так они побеждают. Я убежден, что Россия уже давно капитулировала в лице Путина. И они сейчас сливают всех и вся. Всех и вся. И сейчас вот эта риторика Трампа, что Путин нормальный парень там, и так далее, она в принципе до того риторика, просто слова, что это можно потерпеть, скажем так. Потому что все, что происходит, просто происходит откровенно. Россия просто в полном крахе находится. Они не знают, как они будут воевать. Я вчера их всех слушал, просто у меня настроение поднялось, и я не мог дождаться дня, чтобы вам, вот этого времени, чтобы вам это все рассказать. Они просто открыто уже Путина ругают. Это говорит о том, что они будут менять Путина. Это не значит, что они за человеческие, там, за
человечность, за права человека, за братьев украинцев, как тут Карамурза нам рассказывает. Ни в коем случае абсолютно близко. Даже там вот Ивашов, я слушаю иногда этого фашиста Ивашова, который говорил, что не надо нападать на Украину в 2022 году. Так вот, он это говорил не из-за любви к украинцам, не из-за человеколюбия в целом. Он это говорил, потому что если мы туда вяжемся, Запад нам этого не простит. И мы потерпим поражение. И так оказалось. И, в принципе, я вначале не мог поверить, что они на это пойдут. Ну, потому что это самоубийство, то, что сделал Путин. Это было самоубийство, понятно, в 2022 году. И Ивашов об этом предупреждал. Но не из-за того, что он брат украинцев. Не из-за того, что это человечный человек. А из-за того, что он просто боялся за себя, за свою страну, за вот этих всех бандитов, которые у них там находятся. И сейчас начали они говорить о какой-то человечности, о каких-то там нормах морали. И знаете, они все там разные, да, возмущены, искренне возмущены ложью, ложь, которая там от Путина исходит, как их обманули, как их всех предали и так далее. Но при всем при этом они говорят, что вот до 2001 года, до какого-то там года там Путин был нормальный, они его поддерживали, а тут оказывается он и так далее. Вы все, кто носит погоны на России с 99 года, вы все опущены ФСБ и Путиным. После того, как они взорвали ваши дома с вашими гражданами, и вы ничего не сделали. Вы все просто, вы ни один не офицер, у вас нет ни у одного чести. Кто не снял погоны, кто не стал выступать, как это сделал Литвиненко. Нету на России ни одного офицера, ни военного, ни мента, ни ФСБшника, который имеет право сейчас говорить о морали, о лжи, о правде, о справедливости или о вопиющей несправедливости, которую Путин вам оказывает. Вы все просто ничто. Вы были просто унижены, ниже плинтуса Путиным и ФСБ. И вы ничего не сделали. Вы лицемерные фашисты, которые под видом защиты русских первую войну напали на нас, да, конституционный порядок русских вы спасали, и убили больше всего русских, наших граждан, наших русских. Вы фашисты и трусливые мерзавцы, которые служат своему начальству и деньгам, а не народу. Вторую войну вы точно так же взорвали своих же русских граждан, своих же русских женщин и детей, стариков, спящих в своих домах. И обвинив в этом нас, напали на нас. Спасая русских в Украине, вы убили больше русских, чем кто-либо вообще за всю историю, там, если брать украинцев, которые убивали вас, там, сражаясь с вами. Так вот, украинцы и мирных не убивали, вы мирных своих убивали, вы женщин, детей убивали, понимаете, русских. И ни одна сволочь из вас, кто носит погоны, российских сволочей, не имеет права на Путина даже вякать сейчас. Вы сейчас боитесь, что вам придется из-за того, что Путин ошибся, просчитался, вы боитесь, что вам придется отвечать за все преступления. Вы не за русских боитесь, вы не за Россию боитесь, вы боитесь, что вам придется отвечать, потому что вы мерзавцы и ублюдки поголовные. Как-то так, друзья. Давайте дальше. Давайте дальше перейдем к вашим вопросам. А смотрите, торговая война, что Трамп такой там сумасшедший, что он делает, какой бардак. А давайте посмотрим на факты, что произошло. Была такая шоковая терапия, как была шокотерапия в отношении политического ландшафта здесь, в Германии в частности, и в Европе, сейчас во Франции то же самое происходит.
когда Маск там поддержал АФД, это националистическая партия здесь, в Германии. И вот такое же землетрясение сделал Трамп в отношении вот финансового рынка, мирового финансового рынка. И он как в шахматах, вот американцы сейчас как в шахматах разыгрывают партию. Если кто этого не видит, и кого-то, может, там что-то задевает там за какие-то там шаги, слова, ну, извините, вы не понимаете всей картины, которая происходит. Дело в том, что просто взорвав атомную бомбу в мировой вот этой экономическом вот этом пространстве, Трамп занимается системным строительством нового исторического пространства. Вот сейчас эти процессы происходят. Так вот, он бросается вперед, расшатывает, делает шаг назад, опять вперед, опять назад. И смотрит, где ему выгодно. Это не трусость, это не отступление. Это тактика, стратегия, тактика, которая приводит к той стратегии, к большой стратегии, к которой американцы сейчас движутся. Отступив немножко по отношению к европейцам, он им предложил всем обнулить, оставил им по 10% пошлин. Потом они сейчас уже разговаривают с ЕС, уже по нулям будет. То есть раньше Америка была в минусе, а теперь она будет просто по нулям. Она ничего не заработает от Европейского Союза, но уже, по крайней мере, как говорят, сэкономит на этом. Она сделает, что отношения нее пошлины тоже будут убраны. Это уже достижение, это для американцев, это очень важно. Второе, напав, скажем так, на весь мировой вот этот экономический рынок, затем немножко сделав уклон здесь такой, да, маневр, полное нападение на Китай произошло, экономическое, да, финансовое нападение. Китай ответил. И что произошло? Когда Китай сказал, что он вводит пошлины, и Трамп ввел пошлины 145%, Китай ввел обратную пошлину, весь китайский рынок остановился, замер. И произошло резкое падение закупки российской нефти. Потому что если Китай не будет продавать товары, значит ему нечем будет покупать, незачем будет производить новые товары, да, и незачем будет приобретать сырье, топливо, да, газ, нефть, который он закупал. Сейчас Россия потеряла европейские рынки, и она продавала на Китай и Индию. И теперь и Китай, и Индия притормозили, меньше начали закупать. Вот в чем заключается хитрый план, на мой взгляд. И таким вот образом, воюя между собой, Китай и Соединенные Штаты, экономически воюя, они обрушивают цены на нефть. Разве это не гениально? Россия, которая с Европой торговала, потом лишилась этого рынка, переключилась на Китай, Индию и Восток, рассчитывала, что все у нее будет нормально, на мази, так сказать. Но мы теперь видим, что и Китай отказывается теперь будет от этой нефти. И сейчас русские сами прямо заявляют, что Россию поделят Китай и американцы между собой. Китай и американцы между собой ее поделят. Скорее всего, так и будет происходить. Как мы тогда общались с этим чатом GPT, и он нам рассказывал, что какие у Китая, например, претензии на территорию. Как-то так. Давайте почитаем ваши комментарии. Я здесь видел комментарии. Как думаешь, что нужно было сделать Дудаеву, чтобы не спровоцировать Россию на войну с Ичкерией? Сладкий папочка, да? 51. Знаешь, что нужно было сделать человеку, оказавшемуся
в клетке с голодными людоедами. Что ему нужно сделать? Вот объясни мне. Ответь мне на этот вопрос. Так вот, Дудаев оказался, и весь чеченский народ, в клетке, так называемой тюрьме народов фашистской России, один на один с людоедами. Что мы могли сделать? Можешь объяснить? Голодные, имеющие программу только захватывать, убивать, грабить. Что мы могли сделать? Что мог сделать Джохар Дудаев? Он только мог отрезать свою руку и сказать: покушайте. Вот все, что можно было. Либо драться, либо драться, либо драться. Так, давайте дальше комментарии. Ваш почитаем. Трамп продлевает санкции на год, Европа выделяет 21 миллиард долларов, доллар слабеет, по мне самое интересное впереди. Да, Иркин, этот год, наверное, будет самый потрясающий, этот и следующие годы. Я думаю, в ближайшие месяцы, в ближайшие недели мы увидим большое изменение в отношении Украины и России, и ввод английских, французских, польских войск в Украину. Вот так это будет выглядеть, скорее всего. Мы видели, как русские не могут убивать украинцев, пишет украинец Holy True. Сегодня в большой праздник ракета по центру города Сумы. Много убитых, в том числе детей. Это тоже ее не русские запустили. Да, совершенно верно. Кстати, сегодня, выражаю искренние соболезнования, и сегодняшние, и вчерашние, и позавчерашние удары, которые уносили жизни и мирных, и немирных, это тоже наши люди, военные, которые защищают Украину. Огромное количество, и детей погибло, несколько дней назад 9 детей погибло, сегодня несколько детей погибло. Да, я думаю, не русским даже не доверяют такие ракеты, управление такой техникой. Так, чеченцы ждут Америку на Кавказе. Русские готовы. Евреев на Кавказе ждешь, говорит. Человек с ником, характерным ником Шайтан. Сам себя шайтаном. Человек разве может назвать? Евреев на Кавказе ждешь, говорит. Вот этот Шайтан, это его ник такой, не знает, что евреи с 5 или 6 века уже на Кавказе. Они живут и очень хорошо жили, пока ваша фашня руснявая не устраивала провокации. Русские готовы в июне остановить войну по последним данным, говорит Асланбек Таев. Посмотрим. Посмотрим. Я думаю, это может произойти чуть-чуть раньше. Потому что терпение Трампа, оно не бесконечное. Welcome USA to the Caucasus. Кто будет у России покупать газ, нефть, уран, ждут налоги в 500%. Супер, Асланбек, просто супер. Совершенно верно. Евреи на Кавказе намного раньше русских там живут, и пришли туда не так, как фашисты, с войной, огнем и мечом, а пришли как нормальные люди.
Индия уже отказалась у Рашки покупать нефть, и очередь за Китаем и Евросоюзом. Китай тоже, и Евросоюз тоже снизил, Китай тоже минимизировал, и будут еще меньше, еще будут минимизировать закупки. Очень надеюсь, что Трамп пригласит Аяда Эдиго в Белый дом США. Я тоже, я очень на это тоже надеюсь. Трамп занимается строительством пространства ценой украинцев. Трамп не занимается строительством пространства, исторического пространства ценой украинцев. Вы, украинцы, защищаете свою страну. И хотите вы защищать ее, не хотите, это уже ваше дело. Никто не должен никому в этом мире, как не должны были нам никто. Наоборот, все помогали. Украина помогала уничтожать чеченцев. Я на себе это испытывал, когда приезжал в Украину. Не говоря тех, кто воевал, там СБУ помогала, что там вся ваша верхушка была КГБшная, российская, которая потом бежала вся вместе. И некоторые остались, кстати говоря, тоже. Поэтому Трамп занимается строительством нового исторического пространства не за счет украинцев. Ценой украинцев, знаете, почему в Украине сейчас это происходит? Почему Трамп сейчас так себя ведет? Я считаю, из-за пятой колонны, которая находится в Украине. Если бы в Украине хватило бы возможности, сил зачистить вот эту пятую колонну, которая работает на Россию, люстрация КГБ, у КГБ СССР, которая проникла уже поколениями, находится внутри украинского общества, то ситуация совсем была бы иная. Вы, украинцы, идете один в один, след по нашим стопам. Мы тоже, чеченцы, не могли разобраться, где агентура. Мы тоже, они нас не убивали, они нас открыто не убивали, поэтому мы не могли там их тоже убивать, там сажать, преследовать, потому что они разбежались, кто-то там был большим патриотом и так далее, большим, чем любой другой патриот. И на поле боя мы их победили. А вот в тылу, внутри, после убийства Джохара Дудаева, после того, чтобы, когда вот вся эта агентура после его смерти снова опять вылезла, но мы вот оказались вот в этой ситуации. Плачевной, тяжелой ситуации, когда вот сейчас мы все увидели, украинцы. Вам, наверное, этого не увидеть никогда, потому что вы не потерпите поражения военного, и вам не дадут его, дай бог, этого поражения потерпеть. Но я вам скажу, как чеченцы, которые потерпели поражение, когда весь мир помогал нашим убийцам, мы увидели истинное лицо русского зверя, его оскал перед смертью, перед тем, как нас разорвать на части, убить, как он планировал. Мы увидели истинное лицо русского империализма, оскал, рыло этого русского империализма. И те люди, которые были большими патриотами, якобы, но оказались симулякрами, КГБшными, там, ГРУшными, они сейчас живы остались. За редким исключением, кто-то там случайно погиб, кто-то там заболел, еще что-то умер. По большей части эти люди, они остались живы. Все наши настоящие патриоты либо убиты, либо изгнаны. Не все, конечно, изгнаны здесь, в Европе некоторые находятся, кто-то в подполье находится, кто-то в тюрьме находится, кто-то погибли очень многие. Так вот, эти люди, вот эти псевдопатриоты и работающие на Россию, мы были удивлены. Например, Ахмад Кадыров, ярый большой сторонник Ичкерии, призывал убивать как можно больше русских. Каждый чеченец, нас миллион, русских 150 миллионов, каждый чеченец должен убить 150 русских. Не оккупантов, не напавших на нас, а вот именно русских всех. То есть. Вот. И тогда война закончится, он говорил. Он призывал к джихаду, понимаете? Всегда на Кавказе это называлось газават. На Кавказе это так называлось. Но вот в новом современной интерпретации это уже было джихад, слово джихад. Джихад это борьба. Но сегодняшнем не переводится как слово борьба. А сегодняшнем положении, сегодняшнее время, настоящее время, джихад подразумевает всемирный джихад. Борьбу
со всем миром, да, за установление чего-то. И нас подталкивал именно к этому, именно Ахмад Кадыров, нынешний Рамзан Кадыров. Потом его сын Рамзан Кадыров и сам Ахмад Кадыров остервенело уничтожали всех, кто воевал против России. Тот вел тот самый джихад, про который говорил Ахмад Кадыров. Например, возьмем Ахмеда Закаева, которого в Украине принимают, там, его там с ним общаются и так далее. Он один из первых, кто носил повязку, вот эту черную повязку с арабской вязью. Ну, такой супер турбо муджахид, турбо воин Аллаха такой, ну, изображал из себя. Играл роль он, актер, и он хорошо умеет вживаться в роль. Вот такой вот, вот такие вот были вещи. И эти люди, например, братья Имадаевы были такие. Они были героями Ичкерии, Оманси, высшая, это честь нации называется. Но они разными ухищрениями, обманами и так далее получали эти медали. Но эти ордена, но они были у них. И они были ярыми суперпатриотами. И они бы любого пристрелили бы, если бы сказал бы, что ты не патриот, что ты там за Россию и так далее. Поэтому вам, к сожалению, украинцы, не узнать истинного лица своих предателей, потому что поражение, дай бог, вы не потерпите. Вы не потерпите. И сейчас, кого вы видите, я, наблюдая за прошлым опытом своим и сегодняшним, то, что в Украине происходит, я выявляю вас. Ну, кого-то у меня с большей уверенностью, я считаю, что этот враг работает на Россию. Некоторые могут быть просто идиотами, просто профнепригодными. Такие тоже бывают. Ну, вот такая вот история получается, да. Такая вот история. И еще один очень важный момент. Главный такой момент, который стоит учитывать. В любом кризисе, в любой войне появляются лидеры. Их не назначают, они сами появляются. Вот такова природа человека. Появляется лидер. И обязательно рядом с этим лидером КГБ ставит своего человека. Этот человек верен, предан, как пес этому лидеру. И это очень удобно, поверьте. Вы были обычным человеком, тут у вас проявились какие-то способности на войне, и люди вас выдвигают вперед. И вам нужны люди, на кого можно опереться. Да? И вам появляются люди, которые ну, просто пятки вам лижут. Все делают, они грамотные, они писать умеют, они где-то выступить умеют. Они за вас, за этого лидера рвут любого там и так далее. Слово не нужно этому лидеру ничего говорить. И они становятся очень удобными. И почти у каждого лидера появляется вот 1, 2, 3 вот этих таких, скажем так, знаете, бывает там плывет какая-нибудь там большая рыба, а рядом с ней, вот рядом там такие присоски разные плывут. Вот такого вот плана бывает. Поэтому вот такая вот очень сложная и очень важная тема, которую нужно знать. Так. Пойдемте дальше, друзья. Макрон запускает рейсы Париж-Москва. Политика Макрона. Асланбек, но, скорее всего, это делается для того, чтобы и французские войска могли зайти на территорию Украины, и по ним русские не стреляли. Видимо, идет вот этот торг, что мы вот восстанавливаем воздушное сообщение, и вы за это не обстреливаете нас. Видимо, вот таким вот образом. Россия капитулировала. Фактически Россия капитулировала. Перед Западом, не перед Украиной. Перед Америкой капитулировала. Как думаешь, Путин ответит за все свои злодеяния? Добро с кулаками. Я думаю, ответит. Я думаю, ответит. Я думаю, что история на этом не заканчивается. Я думаю, что ответит. Но все зависит от нас. Мы будем молчать, забудем, промолчим. Я, например, не буду молчать.
вне зависимости, что там произойдет. Я буду продолжать ровно до тех пор, пока, ну, всю свою жизнь я это буду заниматься. В одном из стримов Гарри Табах мне ответил, что будь его воля, то он из Чечни сделал бы один из штатов Америки. Ну, штатом Америки быть нужно спросить чеченцев, согласны ли они или нет. Но быть союзником, как Израиль, или как сейчас Украина, ну, сейчас у Украины не так все хорошо, потому что вот эта пятая колонна, она все просто уничтожает, понимаете? Они большие патриоты. Вот я вам сейчас рассказывал про Кадырова, Ахмада, про братьев Ямадаевых, про Закаева, про многих-многих других супер-супер патриотов, которые были. А по факту они уничтожали, понимаете? Был случай, когда наша самая лучшая, сейчас я потом вернусь к твоему вопросу, был случай, когда наша одна из лучших президентских групп, да, доверенных президенту наших групп, подразделений, спецназ, по-моему, Борз назывался, если я не ошибаюсь, или не Борз, как-то по-другому назывался. Так вот, они после боев, раненые, вышли из боя, у них были погибшие, у Дока Умарова там погиб брат, Дока Умаров принимал в этом участие, и там другие бойцы наши, у Доки погиб брат, и, ну, они были на взводе, в состоянии аффекта, да, украинцы поймут, о чем я говорю. И приехал человек, который быстренько пленили они пьяных 4 российских военных, которых как будто специально подогнали под Закаева. Закаев там дал информацию якобы, и абсолютно в дупель пьяные 4 российских военных задерживаются, плен попадают. Их отвозят на базу, быстренько приезжает, тогда ни телефонов, ни камер так распространено не было, с большой камерой человек из окружения Ахмеда Закаева, здесь в Европе проживающий, и производит казнь на видеосъемку, под видеосъемку вот этих 4 русских пленных. И эта запись распространяется по всему миру. Потом эта запись распространяется, хотя ее пытались скрыть там наши, там Гилаев, Хамзат, Руслан Гилаев, но вот получилось то, что получилось. И вот таким вот образом была дискредитация чеченского президента, чеченских спецназовцев там, и так далее. Полная просто дискредитация была. И вот эти люди, и они совершают против нас, нашего народа, преступления, вот такими вот выпадами, вот такими вот действиями, они в целом, как бы кажется, большие патриоты. Ну, там случайно получилось, но я этого не хотел, ну, так получилось. И вот таким вот образом эти люди уничтожают сопротивление. И кажется, вроде бы, ничего они плохого не делают. Ну, что они могут сделать? Где-то помогают, где-то информацию дают, где-то денег приносят, где-то еду приносят. Вроде бы, как бы, все нормально. А по факту они наносят такой непоправимый вред, за который просто потом идет полная катастрофа. Вот то же самое, вот, можно сказать, происходит там в Украине. И если бы в Украине не было бы этой 5-й колонны, то Америка была бы лучшим союзником. И в самом начале Украины, в самом начале еще я сказал, украинцы, американцы вот 2 секунды вас отфутболят. Как только вы дадите повод, не дайте им повод. Выполняйте обязательства, все делайте четко, чтобы не испортить с ними отношения. Увы и ах, действие сегодняшнего Трампа действия, нужно искать не причину в Трампе, а в себе нужно искать причину. Понимаете? Вот что нужно делать. Для того, чтобы Америка нам не помогла, наш президент Аслан Масхадов, погибший, сказал, что Америка хуже России в 1000 раз. Представьте себе. Только что
Россия уничтожила всю твою республику, вся республика в руинах лежит. Понимаете? Убито у тебя более 120 тысяч, 120-140 тысяч после Первой русско-чеченской войны. Тебя избирают президентом, и ты говоришь, что Америка хуже. Все, нам оказывалась помощь, нам в этот момент как раз зерно было предоставлялось, но оно как предоставлялось не нам, оно предоставлялось русским, и уже русские через Москву нам его распределяли. Но сам факт, вот это зерно было сразу же остановлено. Отгрузили там, на 2 года, по-моему, зерна там было количество. На год то, что отгрузили, отдали, а сказали, больше мы вам не дадим. Пошли к черту, сказали. И правильно сделали, я скажу, что сказали. То же самое касается и вот других моментов. Вице-президент у нас, например, произошло в Сомали какое-то движение, Масхадовский вице-президент. Произошло в Сомали какое-то там движение, там США какие-то свою спецоперацию провели, вероятно, я не знаю все детали. И наш вице-президент сказал привести все военные вооруженные силы Ичкерии в боевую готовность, привести все атомные ракеты, направить на Вашингтон, подготовить подводные лодки, чтобы они обкружили Америку и чтобы Америка выкинула белый флаг. Я, конечно, шучу, но вот приблизительно то же самое сказал, привести в военные действия против Америки. Вот такие вот у нас были политики, вот такая вот у нас была. И вот мы пришли к тому, к чему пришли. Мы пережили геноцид, мы пережили уничтожение еще 160-180 тысяч во Второй русско-чеченской войне. И цифра достигла до 300 тысяч убитыми и ранеными, среди которых 42 тысячи детей. Имеет ли право политик такого уровня так говорить? Я считаю, не имеет права. Они оба погибли, эти 2 человека. Они оба сражались, но они были солдатами, они были воинами, но не политиками. Поэтому недостаточно того, чтобы был человек, там, воин, там, грамотно там, стреляет, грамотно ведет боевые действия. Этого недостаточно. Вот то же самое, можно сказать, и касается и того, что происходит в Украине. Также могу сказать по поводу того, чтобы Чечения была штатом США. Я не за то, чтобы Чеченская республика Ичкерия была штатом США. Я, конечно, за то, чтобы мы были ближайшими союзниками, только на основании того, что это жизненно безопасно, необходимо для безопасности чеченцев. Нас, русские, хотят полностью истребить, ассимилировать, переделать, изменить. Турки им в этом помогают. Турция вместе с русскими претендует на Кавказ. Не из-за того, что любят русских, не из-за того, что не любят чеченцев. Такая вот политика имперская у Турции. На Кавказе очень много еще со времен завоеваний, там остались тюркоязычные люди и так далее. И Россию боялись, русских боялись турки и не лезли. Но иногда там между собой там подторговывали интересами. Как это было с Азербайджаном, с Арменией, так и было и в отношении чеченцев и других малочисленных народов. Так империи часто делают. Поэтому я бы не хотел бы, чтобы был штат, и это нужно спросить чеченский народ. Но я бы за то, чтобы мы были ближайшими союзниками. Знаете, что такое Америка? Для России это Бог. Для России Бог, как Бог для сатаны. Ненавидит, боится, но признает его мощь. А так в мире, я считаю, Америка это как солнце, которое дает тепло. Хорошее. Да, она может, если долго находиться на солнце, и солнечный удар дать. Ну а так, если в меру пользоваться и относиться с уважением, то, имеется в виду, недолго стоять на солнце и так далее, не сильно мозолить глаза, так сказать. То в таком случае вы получаете. А нам сейчас предлагают по поводу Турции. Вот Турция получает этот большой поток тепла от солнца. И вот маленькое зеркало она дает вот там чеченцам. Вот вам. И уже от Турции уже луч идет уже на чеченцев. Так же было с Россией. Всегда говорили за нас. За нас. Русские за нас говорят. Русские за нас. Наши убийцы, людоеды говорят за нас. Представьте себе, что они скажут. Вот как Карамурза. Вот Карамурза говорит за нас. Самый, вроде бы, принимаемый на Западе такой
борец, там, диссидент и все такое. Фашист. Фашист. Самый настоящий, обычный, классический русский фашист. Вот и все. Вот такие вот они. И нам вот предлагают приблизительно это же. Ну, я все в своем ответе на твой вопрос, на твой комментарий сказал. Так что как-то так. Так, пойдемте дальше. Карамурза заявил, что русские психологически не хотят убивать украинцев, убивают украинцев нацменьшинцев. Но когда убивают украинцев, радуются именно русские, что надо хохлов мочить. Это пишут, радуются христианский праздник. Да, совершенно верно. Трамп больше за Украину, чем ее власть и ее средства массовой информации. Абсолютно так, Асланбек. Средства массовой информации, большинство русскоязычных, ну, которые я вижу, подавляющее большинство антиукраинские. Они враги Украины. Понимаете? Абсолютно. Если бы не было пятой колонны Украины, то Украина была там, где Балтийские страны, там, где Польша. Совершенно верно, Светлана. Вы были бы уже свободными и независимыми. Надеюсь, многоходовочки Трампа намного круче путлеровских. Да, Баванетка, я тоже надеюсь на это. Путин сдаст всех ради своей шкуры, говорит Асамбек. Да, абсолютно. Парни, дамы и господа, точнее, нас не только парни. Мы единомышленники, и по вашим комментариям мы это видим. ЗСУ сила, говорит, да, вина в этой Украине, Украина тоже есть. Вы общались, концерт, праздники, всегда вместе, других даже за людей не считали. Теперь, как война началась, ищут новых друзей, а друзей-то нету. Большому сожалению, Эркин, ты отчасти прав. Но мы не должны смотреть на это, мы должны смотреть на тех украинцев, которые борются против империи, а не на тех, кто фашист. Сегодня Рашка убила 31 человека, из них 2 детей. 2 ракеты прилетели в город Сумы возле церкви. Да, Татьяна, я выражаю искренние соболезнования, еще раз выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших и скорейшего выздоровления раненым. Хочу добавить сказано, военные преступления нет срока давности. Я про граждан Украины, которые воевали за фашистскую Российскую Федерацию в Ичкерии. Абсолютно так, Эд, абсолютно так. Все, кто воевал против Чеченской Республики Ичкерия, то есть принимал участие в геноциде чеченского народа, имена, фамилии, все имеется, все данные имеются, и эти преступления не имеют срока давности. И все понесут за это ответственность. Далмуа. Аслан, правда, что Масхадов вел переговоры с Романовым за спиной Дудаева? Никогда этого не слышал. Никогда не слышал. Согласен, без США мир погряз бы в хаос и диктатура. Да, в Америку уходили люди, которые хотят жить свободно. Да, совершенно верно, Самбек. Почему вы на моих стримах так много вопросов задаете, а когда мы с Аядом, вы не такие активные, друзья? Скажите мне, да? Мне нужна бывает ваша помощь. Так, божественная там зашла. Всех приветствую, друзья. Так, друзья, я думаю,
На этом я свой сегодняшний стрим могу заканчивать. Хотя 1,5 часа мы не добили, да. И у нас, как мы видим, наш стрим сегодняшний очень задушен со всех сторон, потому что ту правду, которую мы говорим, на России она трудно пробивается. Ну, ничего, что поделаешь ты, он. Такова вот доля тех, кто говорит правду. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Постараюсь завтра выйти еще в эфир. Ну и как обычно, слава Украине, все будет Ичкерия. God bless Америка. Ам Израиль Хай. Вива Грузия. Живе Беларусь. Алга Казахстан, Азербайджан и все остальные. Друзья, мы вас... Всего хорошего вам. До свидания. Адикюэль Маш Оль.